Здравствуйте! В эфире «Время региональных вестей», в студии Лариса Шамаева. В начале главные темы выпуска. Единство через культуру. Народное единство – это приоритетная задача у нас в республике. В республике прошел фестиваль дружбы народов. Для больших побед. Созданные здесь условия идеально подходят как для тренировок, так и для проведения крупных соревнований. Новый спортивный зал для тенниса открыл свои двери. Подробнее в нашем выпуске. Первый в Грозном. В Грозном теперь можно получить дозу позитивных эмоций на расстоянии вытянутой руки. В столице появился контактный зоопарк под открытым небом. В столице открыли современный спортивный объект. Это модульный зал для большого тенниса, который позволит спортсменам тренироваться круглый год. Теперь у любителей одного из самых популярных видов спорта есть свое современное и комфортное пространство. С места открытия мой коллега Турпал Тайсумов. Настольный теннис – это игра любима всеми. На открытии модульного спортивного зала для этой дисциплины прибыли почетные гости. Первый вице-президент, генеральный директор Федерации настольного тенниса России Олег Завалюев, министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту и другие официальные лица. В своем приветствии Ахмат Кадыров отметил, что создание стало возможным благодаря тесному сотрудничеству между двумя сторонами. Дорогие друзья, приветствую вас на торжественном открытии нового спортивного объекта. Данный проект реализован благодаря соглашению между Министерством Чеченской Республики по физической культуре и спорту и Федерации настольного тенниса России, подписанным в рамках Кавказского национального форума в 2024 году. Зал оборудован 12 профессиональными столами, а также всем необходимым инвентарем и оборудованием. Созданные здесь условия идеально подходят как для тренировок, так и для проведения крупных соревнований. В Чеченской Республике уже функционируют 4 клуба, действуют секции, спортивная школа и образовательные учреждения. А количество систематически занимающихся настольным теннисом превышает 1000 человек. Выражаю благодарность Федерации настольного тенниса России за реализацию этого важного для нас всех проекта. Министр спорта субъекта наградил благодарственными письмами сотрудников Федерации настольного тенниса за помощь в открытии данного объекта. Теперь заниматься интересной и полезной игрой можно с лучшими для этого условиями. Олег Завалюев подчеркнул, что в будущем станет возможно проводить здесь масштабные турниры самого высокого уровня. Уважаемый Ахмат Рамзанович, уважаемые гости, уважаемые теннисисты и представители других видов спорта, Александр Михайлович Бабаков, президент Федерации настольного тенниса, нас сегодня сюда направил и заверил, что развитие настольного тенниса в Чеченской Республике будет организовано на самом высоком уровне. В республике есть примеры по другим видам спорта. Вы умеете достигать хороших результатов, и мы будем у вас учиться. Здесь написано «Центр развития вида спорта настольный теннис». Мы спланируем на будущие годы мероприятия и, уверен, проведем здесь большое количество соревнований. Спасибо большое. И Баркал, как говорят здесь. Спасибо. Гости подписали соглашение о передаче спортивного модуля Чеченской Республике. Перерезав символичную ленточку, собравшиеся увидели то, в каких условиях стали заниматься ребята. И, конечно, восхитились первой игрой молодых талантов. Площадь объекта 1200 квадратных метров. Одновременно смогут заниматься свыше 50 человек благодаря созданному простору. Игра тренирует внимательность, быстроту реакции, улучшает деятельность мозжечка. Потому это будет полезно всем, и детям, и взрослым. В этой игре задействуются все группы мышц, а еще нужна координация внимания и ловкости. По словам тренеров, играть приятно, но больше радостно за сам факт такого необычного и огромного подарка, причем для любого желающего.
وقنا دوسو بابش ورسو جيمنازيا مور شكولا ور طبعا هاري ستولش خلر هم خلدك دوي سويكات ديكم دقار هوندا طبعا بيرس زين تخلر طبعا تنس لوش حوش داخل Теннис – это тот вид спорта, в котором важна не сама победа, а проверка своей физической подготовки. Ее можно тренировать без вреда для здоровья и всегда с весельем от процесса удара по мячу. Торпал, Алит Айсумов, Магомед Басаев и Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. Дружба народов – это не просто красивые слова, а живая крепкая связь, которая делает нашу республику уникальной. В Грозном с большим размахом прошел фестиваль дружбы народов. Гостей ждали концерты, ярмарка мастеров, изобилие блюд и яркая палитра культур и традиций. Мой коллега побывал в эпицентре праздника и готов показать, как это было. Ежегодный региональный фестиваль культуры и искусства народов Чеченской Республики привлек внимание многочисленных гостей, представителей народностей, проживающих в субъекте, и официальных лиц. Помощник главы региона, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев передал слова поздравления от Рамзана Кадырова. Кроме того, отметил, что мероприятие сплачивает все нации этого края. Этот праздник имеет большое значение как и для всей Российской Федерации, так и для Чеченской Республики, поскольку народное единство – это приоритетная задача у нас в республике. Наш регион многонационален. Это преимущество нашего региона, как и преимущество всей нашей страны. Российская Федерация многонациональна. У нас в стране популяризируется соблюдение традиций, обычаев, идентичность каждого народа. Мы за духовно-нравственные ценности, за семейные, религиозные ценности. Мы живем в такой стране. И мы в Чеченской Республике, мы знаем цену тому, что происходит, когда мы допускаем деформацию этого межнационального мира и межконфессиональной гармонии. Мы заплатили большую цену, мы прошли через трагические события. Поэтому наша с вами общая задача – приумножать народное единство, популяризировать традиции, обычаи каждого этноса, который проживает в республике. У нас в регионе проживают представители 88 национальностей, разных конфессий. Для всех создаются одинаковые условия главой республики Рамзаном Ачем Кадыровым. Министр выразил благодарность за представленные национальные блюда и подготовленную творческую программу. Я хочу поблагодарить представителей всех национально-культурных центров, которые представили нам свои национальные кухни, предметы быта. Я хочу поблагодарить всех участников, которые будут выступать, творческие коллективы от национальностей. Вы большие молодцы за то, что вы соблюдаете свои традиции, вы не забываете свой язык, вы не забываете свои национальные танцы, песни. Мы вам благодарны за это. Мы будем и впредь прилагать все усилия, помогать вам для того, чтобы вы могли это все дальше популяризировать, передавать подрастающему поколению. Нам необходимо воспитать подрастающее поколение в духе толерантности, в духе уважения ко всем. В ходе церемонии награждения отличившиеся представители братских народов были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами главы Чеченской Республики, а также Министерства информации и печати. Директор департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства субъекта Аслан Абдуллаев в своей речи рассказал, что Всевышний сотворил людей разными народами, чтобы они жили в мире, созидании и заботой друг о друге. Мы все, конечно, разные, разговариваем на разных языках, разные культуры. У нас объединяет одно, то, что нам завещал наш Творец. Он говорит, наш Творец говорит: я создал вас племенами, народами, чтобы вы друг друга познавали. Я вас всех хочу поздравить. То, что нам завещал наш Творец, мы исполнили. Сегодня мы, заходя в лобби, когда мы смотрели национальную кухню каждого народа, не было ни одного блюда, которого мы не узнали. Мы друг друга познали. То, что кушает татарин, кушает чеченец. То, что кушает товарищ, кушает русский. Мы все познали друг друга. Просто теоретически, но и на практике мы показали, что мы можем, умеем и будем дальше созидать, дружить, в единстве, продолжать нашу жизнь в нашем красивом уголке под названием Чеченская Республика. Заместитель председателя парламента региона Аднан Нагаев отметил, что успехи субъекта во многом стали возможны благодаря политике региональной власти в лице ее нынешнего руководителя. Яркий пример того, что наш президент
нам всем поручает с федерального уровня, чтобы мы жили в мире, в согласии, что нам нужно грамотно вести национальную политику. Много у нас субъектов в стране. И, на мой взгляд, лучшим исполнителем этих указов президента страны является наш глава Рамзан Ахматович Кадыров, который в нашем регионе воплощает все задания на 100%. Поэтому у нас с вами гармония, согласие и процветание. И в этом плане братским республикам, областям нужно брать с нас пример в этом плане. Между тем на сцене звучали песни на разных языках, а также исполнялись танцевальные номера. Все они похожи друг на друга, как знак схожести и дружбы народов субъекта. Гости смогли не только оценить выставку народного творчества и предметов быта прошлого, но и попробовать различные блюда, которые были приготовлены как визитная карточка, раскрывающая секреты кухни того или иного народа. Казачья, кумыкская, ногайская и другие кухни представлены здесь. Блюда самые разнообразные, вкусные и на вид очень привлекательные. Все это показывает единое братство, которое начинается с вкусной еды. Среди представленных блюд были не только из республики, но также палестинские или китайские. Все приготовлено с душой, поэтому вкусно каждому. Это, конечно, перспективно для других национальностей, что мы можем, это можно жить дружно, можно жить вместе, и что общего, это больше, чем что можно разделить между национальностями. Что общего, это много. Важнее всего братство между народами. Мы с чеченским народом спокойно, мы в дружбе и братстве живем. Дай Аллах, чтобы эта наша дружба и мир все дальше продолжался до конца наших дней. Мир и процветание братскому чеченскому народу. Очень рады, что мы сюда приехали, очень рады. Нас здесь очень хорошо приняли. И слава Аллаху, что мы здесь. После такого разнообразия, которое было уготовано для гурманов, настроение точно взлетело высоко. Турпа, Лолита Исумов, Джабраил Хаджиев и Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. Под эгидой регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова беспрецедентные гуманитарные миссии в поддержку жителей многострадальной Газы не прекращаются, а только набирают обороты. Команда, любящая Газу, завершила работу в чеченском лагере для перемещенных лиц и направила усилия на дальнейшее оказание помощи тем, кто сегодня переживает тяжелейшие испытания. Доставлены тысячи продовольственных наборов первой необходимости. Волонтеры ежедневно расширяют масштабы поддержки, стремясь охватить как можно больше семей. Люди выражают огромную благодарность Рамзану Кадырову, Эмане Несиевне и всему чеченскому народу за внимание, заботу и поддержку в трудные для них времена. Волонтеры Газы выражают огромную благодарность всему чеченскому народу. Они встали рядом с нами, когда наш народ находился в лишении. Да воздаст вам Всевышний добром за все ваши добрые дела. С первых дней этой войны вы были вместе с нами. Война хоть и остановлена, но наши дела далеки от нормальных. Пока мы не встанем на ноги, просим вас, не оставляйте нас без поддержки и помощи. Да воздаст вам Всевышний благом. Главные скаковые страсти этого года остались позади. На ипподроме имени Саид Хусейна Закаева официально закрыли сезон, подведя итоги напряженной борьбы. Для спортсменов и болельщиков всегда немного грустный, но очень яркий праздник, где определяют имена лучших жокеев и самых быстрых лошадей. Подробности награждения и самые яркие моменты финальных заездов в материале Рабиат Гайтиевой. Первые числа ноября знаменательны завершением скакового сезона в Чеченской Республике. На беговых дорожках Грозненского ипподрома имени Саид Хусейна Закаева состоялись последние скачки этого сезона. Они стали настоящим марафоном скорости и силы, объединившим сотни лучших скакунов, 78 захватывающих заездов и десятки тысяч метров преодоленной трассы. Среди почетных гостей вице-премьер, министр сельского хозяйства Висхан Мацуев. Ну, в общем, этот сезон очень благополучно для нас прошел. Мы в этом году выиграли очень хорошие призы. Дерби выиграли, супердерби последний раз в Краснодаре. И во всех призах мы тут на президента тоже ездили в Казань. Там заняли мы второе место. Ну, в общем, очень хорошо считаю, что прошел наш
этот год. Ну, сейчас сегодня у нас завершающее, последнее закрытие сезона. 8 финальных заездов с большим призовым фондом около 3 миллионов рублей. На старт вышли как молодые перспективные лошади, так и признанные чемпионы. Первые скачки за приз в честь Дня народного единства. В спринтерских забегах среди двухлеток с впечатляющим результатом победил скакун Туаламхо, представляющий конно-спортивный клуб «Ахмат». Впереди Сентева. 500 метров пройдено за 29,8 секунды. Полевой стороной Туаламхо выходит вперед. Впереди Туаламхо, на втором месте Дэнди Уэй. Не менее зрелищными были и забеги на средней дистанции. Борьба развернулась не на шутку, и лишь в самом финише вперед вышел жеребец Юртда, принеся своей команде «Ахмат» еще одну победу. 500 метров пройдено за 32 секунды. Юртда выводит компанию на финишную прямую. Фитин полевой стороной вторым. Продемонстрировали свой класс и более взрослые кони. Лошади 4 и более лет, где безоговорочную победу одержала кобыла Йена, уверенно обойдя всех соперников. Ведут борьбу за третью позицию. По финишной прямой Юртда впереди с преимуществом. Первый осенний приз забрала лошадь под 5-м номером Акайнар, наездник Руслан Сижаев. Скачка я принял комфортно, в общем, занял хорошую позицию. Третьим ехал по всей дистанции, третьим до финишной прямой, а потом уже оставил на бросок и получилось так, достало. На дорожке новые участники, чистокровные английские лошади 2 лет, новички данного спорта. Они соревнуются на дистанции 1600 метров за один из главных трофеев дня. За второй осенний приз боролись кобылы 2 лет на дистанции 1600 метров. Заслуженное первое место заняла лошадь «Звезда Вайнахов» с известью 1,46. Конечно, осенний приз очень хороший приз, а так этот традиционный хороший приз для кобылы. В будущем эта скачка очень для нее карьеры очень хорошая скачка, можно сказать. Однако слава чеченских скакунов гремела и далеко за пределами родного ипподрома. В течение сезона они одержали ряд громких побед на всероссийской арене. Одни брали верх в классическом дерби, демонстрируя недюжинную выносливость. Другие доказывали свое превосходство в спринтерских забегах, завоевывая солидные призовые фонды. Страсти на ипподроме утихли, но ненадолго. Сезон закрыт, ставки сыграны, но скакуны и наездники уже завтра снова выйдут на тренировки. Ведь следующий сезон – это новая история, новый шанс и новая победа. Ребят Гайтиева, Сейд Амин Мусаев, Вести, Чеченская Республика. Чеченских судебных приставов наградили в честь профессионального праздника. Управление Федеральной службы судебных приставов России по Чеченской Республике состоялась церемония награждения, посвященная 160-летию со дня образования Института судебных приставов и профессиональному празднику. Главный судебный пристав Республики Заур Герим-Султанов лично поздравил коллег и вручил лучшим ведомственные награды за многолетний добросовестный труд. Около 150 сотрудников отмечены медалями, почетными грамотами и благодарностями. Почетной грамотой правительства Чеченской Республики. Капитан внутренней службы Мунаев Сайдали Сайдмагомедович. За 9 месяцев 2025 года сотрудники управления взыскали около 2,8 миллиарда рублей, что значительно превышает показатели прошлого года. На сегодняшний день штат службы в регионе насчитывает свыше 400 специалистов. В этом году у нас совпало с юбилеем. Это 160 лет со дня создания Общего института судебных приставов на территории Российской Федерации. Сама по себе наша служба, она, скажем так, один из основных органов государственной власти Российской Федерации, которая призвана обеспечить верховенство закона на территории Российской Федерации. Соответственно, исходя из этого, приставами предпринимаются все меры, предусмотренные действующим законодательством для обеспечения верховенства закона на территории Российской Федерации. Прежде всего, это заслуга, безусловно, главы нашей республики, героя Российской Федерации Рамзана Ахматовича Кадырова, а также всех членов команды Кадырова, которые всесторонне оказывают помощь деятельности нашему управлению.
Самое главное глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце. Эти слова, знакомые миллионам, вновь зазвучали под сводами театра юного зрителя. В Грозном прошел закрытый показ спектакля «Маленький принц». Каким получился разговор с вечным произведением Экзюпери у наших театральных мастеров и о чем рассказал новый «Маленький принц» грозненскому зрителю, расскажет наш корреспондент. Самое главное глазами не увидишь. Эту простую мудрую истину Антуана де Сент-Экзюпери здесь цитируют в каждом уголке. В зале театра юного зрителя особенные гости. Те, кто пришел по золотому приглашению. Это пропуск в мир, где рисунок барашка может быть скрыт в ящике, а лис учит нас ответственности. В Грозном состоялся закрытый показ долгожданной премьеры спектакля «Маленький принц» по бессмертной повести Экзюпери, постановка в которой органично переплелись игра живых актеров и изящество искусства театра кукол, стало культурным событием столицы. Когда мне было 6 лет, я много задумывался о полной приключении жизни джунглей и нарисовал цветным карандашом свою первую картину. Как только занавес на сцене открывается, зрители вместе с пилотом, потерпевшим крушение в песках Сахары, погружаются в таинственное путешествие детских вопросов и взрослых истин. На их глазах на площадку с далекого астероида Б-612 спустился сам принц. Хрупкий кукольный герой, чью душу и голос передают актеры. Ничего я тогда не понимал. Надо было судить не по словам, а по делам. Она дарила мне свой аромат, озаряла мою жизнь. Я не должен был бежать. Магия происходящего усиливалась, когда оживали персонажи его воспоминаний. Таинственная змея, властный король, правивший один на своей планете, честный фонарщик, зажигавший свои фонари в бесконечном круговороте. Мой цветок должен скоро исчезнуть? Разоряется. Моя краса и радость недолговечны, и ей нечем защищаться от мира. Особое впечатление на публику произвела сцена знакомства с лисом. Мудрый и грациозный кукольный герой говорил о самом важном – о дружбе, ответственности и той связи, что делает одиноких людей единственными в мире друг для друга. Помни, что я говорил про золотые колосья. Зорко лишь одно – сердце. Самого главного глазами не увидишь. Творческому видению Валерия Баджи и Хан Али Аюбова удалось создать хрупкий и сияющий мир, сумевший передать и сюжет книги, и ее глубокую проникновенную атмосферу. На самом деле «Маленький принц» – это такой некий мостик между нами и нами же в детстве. Мы по мере своего взросления часто очень забываем о простых истинах, простых вещах, которые делают нас счастливыми. В то же время это мостик между нами и нашими детьми. Поэтому важно приходить в театр. Конечно, мы из поколения тех, у кого не было возможности посещать музеи, театры. Поэтому сегодня важно приходить на такие показы с детьми вместе, потому что когда-то они займут наше место. И когда мы станем старыми, немощными, может быть, наши дети будут водить нас в театры, на спектакли Нурадилова, Лермонтова. Это очень важно. Вдохновленный философскими размышлениями Экзюпери, спектакль обращается как к детям, так и к взрослым. Это произведение – откровение для зрителей всех возрастов, раскрывает перед ними важные жизненные уроки. Это пособие для жизни, потому что каждая фраза, каждая цитата в этой книге – это вот действительно какой-то жизненный урок. Книга была написана из жизненной истории самого поэта, автора точнее. И это трогает. Мы, зная историю, на основании которой была написана эта книга, ты уже хочешь не хочешь, невольно плачешь, особенно в конце, на заключение этой истории. И то, что сегодня мы здесь увидели, то, что детишки сегодня узнали одно из очень важных произведений в литературе, это действительно важно и достойный уровень показали сегодня именно творческие работники. И сегодня в фойе мы видим эту атмосферу, то есть ребенок соприкасается во всем буквально, с каждой деталью из этого произведения. Юные зрители с горящими глазами, обсуждая понравившиеся моменты, наперебой рассказывали о своих эмоциях. Их радость и неподдельное восхищение стали лучшей оценкой работы. Мне понравился ваш спектакль. Даю вам просто это крутяк какой. Даю вам 1000 звезд. Фильм был хорошим.
И мне понравился там персонаж змея. Мне больше всего понравилось, как маленький принц путешествует по планетам и как он разговаривает со змеей. На показе также присутствовал директор театра имени Нуродилова Хава Ахмадова вместе со своими внучками. Юные зрительницы, как и взрослые, были восхищены спектаклем и поделились эмоциями. Маленький принц попрощался с летчиком. Мне это очень понравилось. Мне показалось, что самый смешной – это маленький принц, а самый интересный – это летчик и змея. Мне понравилось тогда этот принц, он был с вот этим писателем. После окончания спектакля, когда стихли аплодисменты, гости смогли обсудить впечатления в неформальной обстановке. Для всех желающих был организован фуршет с разнообразными лакомствами, освежающими напитками, живой музыкой и фотозоной. Также тут детей ждет особый сюрприз. Они смогут забрать эту историю с собой в виде книги, чтобы она жила не только в памяти, но и дома на полке. Ведь мы все в ответе за тех, кого приручили в этот сказочный вечер. Теперь, когда собран и отработан уникальный сценический материал, театр готовится к гастролям. В планах познакомиться со своим пронзительным маленьким принцем и не только, зрители других городов, даря им возможность увидеть самое главное глазами сердца. Рабиат Гайтиева, Шамсудин Джабраилов, Саид Селим Ампукаев. Вести, Чеченская Республика. Отличная новость для всех семей Грозного. В нашем городе открылся первый контактный зоопарк. Этот проект позволит детям и взрослым в непосредственной обстановке пообщаться с животными. У детей есть возможность не просто посмотреть на зверушек, но и погладить, покормить и подержать их на руках. Кто стал первыми обитателями этого необычного пространства и как отреагировали первые посетители, расскажет Мадина Кураева. Альпаки, хайленд-коровы, зебра, валийские овцы, кролики, козы и даже лани. Все они теперь живут на новой контактной ферме в Грозном. Это первая в республике площадка, где животных не просто можно увидеть, а буквально прикоснуться к миру природы. Это была мечта, чтобы здесь открылось. Потому что дети очень любят животных, им прям нравится ходить, смотреть на них. Тем более это контактный зоопарк. Я думаю, это очень многим понравится. Все животные ручные и приучены к людям. Их можно гладить, фотографировать и кормить специальными угощениями, которые продаются здесь же. Говорят, что альпаки чувствуют настроение человека и даже помогают бороться со стрессом. В Грозном теперь можно получить дозу позитивных эмоций на расстоянии вытянутой руки. На нашей контактной ферме на данном этапе находится 10 вольеров, в которых находится порядка 20 особей различного вида животных. Фактически ни одна порода, которая представлена здесь, не является жителем России или ближайшего зарубежья. Также у нас на ферме присутствуют экзотические животные, которые находятся под охранным статусом, либо близки к этому охранному статусу. А это звезда новой фермы. Единственная зебра, и зовут ее Мартин, в честь знаменитого героя из мультфильма. Ей всего 1 год. Специально его подсадили с ослом, чтобы он принял его повадки вот эти. В таком союзе они пробудут уже всю жизнь. Это связано с тем, что зебру очень сложно приручить, да? Лошадь и ослы уже тысячелетием с человеком бок о бок идут. Валийские овцы – настоящие пушистые облака на 4 ногах. Они известны своей густой, мягкой шерстью и добрым характером. Спокойно позволяют себя гладить и позируют для фотографий. Контактный парк построили по инициативе Хутмат Кадыровой. Это пока техническое открытие фермы. По многочисленным просьбам жителей администрация решила принять посетителей уже сейчас. В скором времени здесь появится еще больше животных. Помимо животных, которые сейчас у нас проживают на ферме, мы ожидаем ежесезонное пополнение. Мы планируем весной капибар. Наши подписчики, наши гости, они очень их ждут, поэтому весной, скорее всего, иншаллах, они будут уже здесь. На территории фермы оборудованы чайные зоны, уютные площадки и места для отдыха. А к официальному открытию организаторы готовят насыщенную программу. Мадина Кураева, Алисхан Кацулов, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.